Сябры, прывітанне. Як мяне чутна, я думаю, спадзяюся, што ўсё будзе добра. Вітаю ўсіх, я Алесь Сабалеўскі. І сёння я правяду трансляцыю на 6 ТВ Бай са збору пікетаў па збору подпісаў за прэтэндэнтаў у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэта мы знаходзімся зараз на пляцоўкі каля гандлёвага цэнтру Атрыум насупраць Магілёўскага гарвыканкама, вось там у мяне за спіной. Як бачыце, гэта ўжо даволі звыклая сітуацыя, калі кожную нядзелю у выходны дзень з 12 гадзінаў тут сабіраюцца вельмі шмат людзей, каб паставіць свае подпісы за таго ці іншага кандыдата. Пікеты тут адбываюцца кожны дзень, але ўжо, канешне, не такія вось шматлюдныя. Звычайна тут таксама ёсць чэргі, там па 5, па 10 чалавек, і даволі хутка людзі праходзяць, але вось не ўсе могуць там у будны дзень прыйсці, і можа быць таму верагодна, што ў нядзелю вось такія чэргі ў нас і збіраюцца. Зараз мы пройдземся і запытаем у людзей, чаму яны тут, што яны ўвогуле там, чаму ім не шкада свайго, так скажем, часу столькі стаяць, каб пакінуць свой подпіс, і за каго. Як бачыце, чэргі ўжо вельмі такія даўгія, хоць, в прынцыпе, тут з 12 гадзін, літаральна, можа быць, толькі хвілін 20-30 максімум, як гэта ўсё пачалося. Мы зараз паспрабуем падысці ў самы канец чаргі. Добрый день. А можете пытанне адказаць на 6 ТВ Бай трансляцыі? Мы зараз у жывым эфіры. Можете, да? Скажите, а што вось заставило вас сёння ў выходны дзень прыйсці, стаяць у чарге? Шел с церквы. Решил поставить подпись за вылучение кандидата у президента Республики Беларусь. За некага пэўнага или, может быть, за ўсіх? За ўсіх. За ўсіх, хто ёсць. А вось чаму выходны дзень? Потому что выходный день. Ёсць час вольны. Дякую. Тут не одна чарга, вось я хочу сказаць, што там пікетаў шмат, мы потым падыйдзем да гэтых пікетаў, запытаем у актывістаў нейкія пытанні, што і як адбываецца. І вось, як бачыце, кожнаму са столікаў, не кожнаму, там іх некалькі, але раз, два, три, чатыры, здаецца, чаргі. Паспрабуем запытацца яшчэ. Добрый день. А можете отказать на пытание? 6 ТВ Бай, Могилевский интернет-портал. Скажите, а чему вы у неделю пришли отстоять такую долгую чаргу с хлопчиком из маленьким? Чему? Что вас заставило? Поддержать хочу. Кого? Кандидатов. И певного кого-то хочете покинуть подпись? Ці за всех? За всех. А чему за всех? Не знаю. За всех. Ладно, дякую. Як бачите, тут такая і бодрая, такая бадьорая музычка. Арганізатары пікетаў кожны дзень амаль што яны агучваюць вось гэта, так скажем, такое. Гэта не масавая акцыя, это нельзя сказаць масавая акцыя, просто люди пришли подписаться. И как было не... Значит, люди так само вздымают записать. Добрый день. Это 6 ТВ Бай, 6 ТВ Бай, такой Могилевский интернет-портал. Сможете отказать на пытание? Попробуем. Скажите, а чему вы сегодня пришли сюда? Я хочу, чтобы у нас поменялся президент. Только поэтому пришла подписаться за всех, кроме одного. И вот не жалко марновать свой час?
Нет, я приехала специально с другого конца города, чтобы подписаться. Мне не жалко. Ну, а ось ви думаєте, що можна буде, що все ж таки, ну, так, скажем так, здойлить люди собрать столько подписей, собрать, так проголосовать, что нечто можно изменить? Ну, по крайней мере, пусть власти увидят, что далеко не все за них. Я только с этой целью, я не надеюсь на то, что можно выборами что-то поменять. Но я думаю, что они должны задуматься, не только самое первое лицо, но и те, кто в его окружении, что что-то не так, что столько не может человек один времени быть на этом посту. Уже пора уступить место другому. Посмотрите, в Украине 6-й президент, даже в России 3-й, а у нас только 1 за все это время. Хотя мы все стартовали в одно время. Это просто нереально, это и не должно так быть. Ладно, дякую велике. Сябры, я нагадаю, гэта трансляцыя з Магілёва з плошчы насупраць гарвыканкама, на якой кожны дзень, і асабліва па выходным у нядзелю, збіраюцца людзі, каб пакінуць подпісы за кандыдатаў, за прэтэндэнтаў у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Калі вы чулі, людзі гатовы падпісвацца за ўсіх кандыдатаў. Ну, шмат хто кажа, што акрамя аднаго, все хочуць все ж таки нейкіх зменаў у нас в Беларуси. Ну, давайте вот еще подойдем. Добрый день. Это 6 ТВ Бай, Могилевский интернет-портал. Вы можете отказать на питание? Ну, можем, да. А чему вы тут сегодня? Потому что это это мой личный выбор. Вот поэтому я сегодня. Я хочу сегодня голосовать за людей. Я хочу, чтобы в стране наступил порядок, как нормально в любой стране. Понимаете? Чтобы люди жили счастливо, богато, свободно. Вот поэтому я здесь. Чтобы убрать эту всю вот эту вот грязь, вот эту политическую, чтобы снести вот этот вот строй, который уже просто достал нас всех, просто в печенках сидит. Вот почему. Вот, Цой хорошо отвечает на этот вопрос. Перемен мы ждем. Вот поэтому мы здесь. Это самый лучший ответ. Ну, а все ж таки, вот по нашему телебачению державному поглядеть, то у нас такой порядок. Я державное телебачение, как говорят, я не смотрю. Почему я не смотрю? Потому что там нечего смотреть на самом деле. Там не решаются никакие проблемы человеческие. Там просто так показывают какую-то картинку, какую-то такую вот картинку о хорошей жизни какую-то. Все это скрывается за кадром. Там нечего смотреть, реально. Просто я не то, что не смотрю, я вообще не смотрю белорусское телевидение. Я только интернет. Все, я интернет-вампир, я постоянно там сижу. Ну, атрымліваецца, што трэба мяняць нават і беларускае тэлебачанне. Да, естественно, должны реформы произойти везде, абсолютно, практически во всех сферах, полностью. Касается это и детского, там, или образования, или медицины, экономики, СМИ, всего абсолютно. Должна наступить новая эра, современная эра, правильная, во всех направлениях. Безусловно, в сельском хозяйстве, то есть везде нужны перемены, везде. Понимаете, везде уже. Потому что мы уже скатились, ну, дальше некуда. Уже на дне мы, просто на дне. Жизнь, уровень какой у людей. Невозможность выжить, невозможность именно хотя бы нормально жить. В кредит собирать ребенка в школу. Это звучит, это не то, что обидно, это какой-то как вызов. Это что-то такое мерзкое даже вот такое. Это неуважительно просто к людям. Поэтому я говорю, А скажите, а есть все ж таки спадзяванне, что на выборах можно нечто поменять? ну, каждый человек живет надеждой. Абсолютно каждый человек живет надеждой на лучшее. Это было во все времена. Естественно, мы тоже желаем что-то поменять. Естественно, есть вопросы. Вот, есть вопросы у людей, внутренние вопросы. Сможем ли поменять? Не знаем. Пока мы на этот момент пока трудно ответить, но пытаться нужно в любом случае. Я всегда, извиняюсь, когда что-то начинаю, я задаю себе вопрос, смогу ли я это сделать? И в итоге получается, что да, я могу это сделать. Просто надо немножко приложить старания и воли, и все получится.
Дякую велике. Може, і ви так само нечто хотіли сказати? Что я могу сказать? Я могу сказать одно, что надо показать свою, так сказать, волю, что мы против этого режима, понимаете? Что мы не скоты, мы не рабы, и мы не народец. Все. Дякую. Ну, ось сябри. Люди так вельми рашуче, скажем так, виказуються, що все ж таки яны хочуть нейкіх пераменаў, і прычым не толькі нейкіх, а пэўных, досыць такіх грунтоўных. Вось, дарэчы, пікет гэта да Святланы Ціхановскай. Зараз, ну, як вы ведаеце, вельмі такі вялікі ціск робіцца на ініцыятыўную групу Святланы, затрымліваюць актывістаў, якія збіраюць подпісы. Ну, про Сергея Тихановского я думаю, что вы ведаете, что адбываецца, і, напэўна, да іх самая доўгая чарга з усіх, калі можна паглядзець. Но не будем их перашкаджаць. Пойдем, пошукаем кого-нибудь. Вось, дарэчы, гэта Васіль Курушын. Гэта адзін з тых людзей, хто хацеў стаць кандыдатам, так званым кандыдатам пратэста ад народнай грамады, але яго не зарэгістравалі, яго проста затрымалі па дарозе ў Мінск. Мы зараз таксама што-небудзь у яго запытаем. Скажыце, Васіль, вось вас жа не зарэгістравалі, да? Ну, вы не даехалі, да? Чаму, што вы можете сказаць? Что это отбылось с вами? Арестовали, потому что протестные кандидаты от народной громады, никто, кроме непомнящих, не прошли дальше. Все были или арестованы, или сфабрикованы, всякие дела. Вот. Естественно, все это было сделано противозаконно. Естественно, я хочу сказать то, что власть понимает угрозу со стороны общества, уже формируется гражданское общество, и даже люди, которые сидели сутки, Николай Викторович Таткевич, который сидит, нашу организацию «Народная громада», люди прибывают более активно. И выбывший один, их заменяет 5-6 человек. Низшим чинам, как в МВД, КГБ, прокуратуры и прочие организации, я хочу сказать, ребята, все вот действия ваши в основном противозаконные. Если есть внутренние какие-то инструкции, все остальное, выполнять их не обязательно. Но если принуждают, хотя бы по письменному приказу, письменный, здесь сразу будет момент истины. Вы прощупаете своего непосредственного и прямого начальника на предмет того, берет он на себя ответственность за ваши действия или нет. А иначе на вас все свалят. Вы смотрите интернет, все начальники, которые подписные листы собирают люди или что, они всегда отказывают. Ну вот, как-то так. Извините за эмоциональное выступление, но давайте спокойно будем менять эту власть. Мирный протест. Никаких голосований. К голосованию не призываю, потому что сам участвовать не собираюсь. Обманут. Ну, добре. Ну, а все ж таки вы тут собираете подписи за некого? Ну, здесь даже инициативная группа, вот молодой человек собирает за Ковалькову, БХД, белорусские христианские демократы. Ну, поспехов. Дякую вам. Сябры, я ще раз всіх вітаю. Я Олесь Соболевский, і сьогодні я веду трансляцію для інтернет-порталу 6 ТВ Бай з пляцовки насупраць гарвыканкама, где люди собрались, как покинуть подписи за претендентов у кандидаты на посаду президента Республики Беларусь. И, як бачите, ось за моєю спиною вельми довгі черги. Ми вже тут порозмовляли з шерагом людей, хто якраз зараз у гэтых чергах стоїть.
ось порозмовляли з Василем Курушином, одним із ймовірних протестних кандидатів, якого не зареєстрували, який просто був затриманий і відсидів 7 суток за уділ у якоби несанкціонованому мероприємстві. Ну, зараз я ще походимо і я ще, може, з неким порозмовляємо. Питання? Скажите, а вы так само за некого пришли подписаться? Да, я подписался. В прошлый раз за Тихановскую, сейчас за Цепкало. И каждый день буду приходить и подписываться. Ну, чтобы меня не в один раз за всех. Я хочу общение, чтобы было. А ось така у вас прихоженька маєчка. Ви, може бути, так само у некую ініціативну групу виходите? Не, я ее сам зробил. Самостійно зробили? Тобто ви ось... А что вы можете сказать вот про справу Сергея Тихановского? Это справа Сергея Тихановского. Вот и это как бы маечка протест, то чтобы политвязня отпустили. Сергей, многих мы не знаем, водитель где находится. То есть след исчез. И не в интернете. Может, вот я хотел бы даже у вас, может быть, вы подскажете, где? Как это так? Вот пропал человек. Вот. И это никого не волнует. Ну, вот у меня вот питание такое, где он? Ну да, я думаю, что якби всі ведають отказ на це питання. Ведают-то ведают, а кто бы сказал? Ну, как бы, даже вот вы мне не можете сказать. Надо узнать, надо знать. Ну, може тому і такі черги, щоб неякі були переміни, щоб все ж таки закони у нас працювали? Ну, конечно, да, законы у нас не працуют. Я не знаю, будет спад этого и не будет, вот предвидит, не предвидит. Человек все-таки должен, ну, у него должна быть память такая, не такая короткая, как у рыбы. А так вот сегодня, ну, трохи есть, люди все время приходят. Ну, насколько хватит этого пыла, я не ведаю. Будем надеяться на лучшее. Дякую. Так, ну, як бачите, тут... Ось і агучка. Трошки пробачу, що я тут спинив своє. Ага, ось нечто у нас прорвалась була трансляція. Добрый день. Это вы телефоновали? Ладно, я його не бачу. Ладно, запитаємося ми зараз у молодих дівчаток, але вони погодяться нам сказати. Дівчата, добрий день. А ви можете відказати на ніяке питання, ні? Ні, не хочете? Ну, черга от прибавилась.
Так, ось тут чомусь амаль що нема черги. Може ми нечто тут. Так? Це Андрій Дмитрієв. Ну, як бачите, що рейтинги вони доволі такі справедливі, попередні, які є в інтернеті. І якраз тут можна сказати, що і нікого нема. Я ж не бачу, де він? Я шукаю. Я ж зараз веду трансляцию, я не могу ехать просто так. Ну, не дай подойти вот сюда, где шарпе. Так пусть я тут прямо с краю. Для самого дешевого офицера. Коля прописка, нікого я не бачу. Я ще раз, пробачте, що мене тут все визванюють і ніяк не можуть знайти. А, ось, напевно. Ні? Не вы звонили? Не вы звонили? Так, да. Ну так вот. Добрый день. Вот, это вы батька Олеся Станкевича? Я не батька, А. я Сябра Олеся Станкевича батька. Сябра батьки, да? И вы разом, я, насколько ведаю, там были ось у этом подполье, может быть, у партизанах? Это тоді було 6-й год тільки був. Ось. Ну, ми в Белинському районі ховалися від преслідування. Мой отець був наставником до війни. Ось, і нас, коли прийшли німці, нас преслідували. Ми туди збігли в Белинський район. Деревня Пуща така була, ну, несколько там десяток, може, полтора хат. Ну, але спалили у кінці війни артилерійським обстрілом. Обстрілювали эту деревню. Ну, живые засталися. Так, пробачте, а что сегодня вы сюда пришли? Я прийшов, щоб дати свій підпис за свого кандидата. Ось. За некого певного одного? За одного, да. Ось. Ну, я зараз не буду, як кажуть, а то обвинять мене в агітації тут ще. О. Ну, я віддав за альтернативного, як кажуть, кандидата свій підпис, за його і голосувати буду. Ну, вы так само все ж таки ожидаете, чтобы нечто изменилось в нашей краине? Хочеться. Хочеться. Хоч надії мало, але хочеться. Ну, дякую велике вам. Да? Здоров'я вам. Нагадаю, гэта быў сябра бацькі Олеся Станкевича, нашага магілёўскага такого пісьменніка, які зараз жыве ў Мінску уже давно. Ось, але яго бацькі былі актыўнымі удзельнікамі такого партызанскага і падпольнага руху. Ось, а гэта быў сябра бацькі Олеся Станкевича. Ну, збор підписів протягується, як ви бачите. Я ще раз нагадаю, хто може долучився не так давно. Це пляцовка у Могилеві насупроть Могилевського гарвиконкама. Але до гарвиконкама тут більше за 100 метрів, напевно, тому по закону тут можна збирати підписи, ставити пікети
і кожен день тут пікети за кожного з кандидатів. Ну, шмат яких кандидатів, до речі, не за всіх, звісно, але амаль що тут такі основні кандидати представлені. І кожен день тут збирають підписи, а ось у неділю, у вихідні, тут навіть збираються ось такі вельми великі черги. Це вже, здається, третя неділя, да. Перший раз це був вельми великий такий натовп, коли приїжджав сам Тихановський, я ще до арешту. Потім наступну неділю так само було шмат людей, хоч було і надвор'я не вельми сприяльне, і йшов дощ. Зараз ось сьогодні вже зовсім надвор'я літнє, така добра погода. І людей, як бачимо, вельми шмат. Люди досить активно виказуються, що вони чекають перемін. Ну, принаймні, ті люди, які стоять в цих чергах. А в чергах стоять, як бачите, людей немало. Все ж таки поспробуємо. Добрий день. А можете сказати відказати на кілька питань? 6 ТВ-бай, інтернет-портал. Я бачу, ось ви така ще молода зовсім дівчина, але все ж таки прийшли поставити підпис за нікого. Да, я прийшла поставити підпис за усіх претендентів, тому що я розумію, що ми повинні виходити і давати свої голоса, і що коли ми будемо сидіти, нічого не робити, нічого не зміниться. А ви, може, ви учитесь або вже працюєте? Я вчусь у Маріонському медицинському коледжі. А ось шмат різних є повідомлень, що бицем в наших університетах, навчальних установах збираються студентів підписи за відомого кандидата. Не було у вас такого? Я не ведаю у коледжі, але у общежитті нашому приходили і збирали підписи, але я відказала і мені нічого не зробили. Ну, а ви, напевно, я так бачу по возрасту, ви, напевно, усе життя живете при одному президенті. Так. І, ну, ось як відчування? Конечно, хочется уже, чтобы все змінилося, чтобы не було більше так. І да, я б хотіла побачити нову власть. Ладно, будемо сподіватися, що зміниться. Ну, ось бачите, я так половину життя вже свого прожив при цьому президенті. Ось. Ну, а є люди, які все життя живуть. І хочуть все ж таки нечто змінити. Так, ось пікет за Віктора Бабарика. Так само сюди активно, до речі, так само вельми довга черга. Ну, що так само може бути свідчить про такий попередній рейтинг. Зацепкало трошки поменьше. Дмитрію, ну, скажімо так, не вельми користується популярністю. Ну і велика черга до пікета по збору підписів за Світлану Тихановську від команди «Страна для жизни». Ну що ж, сябри, напевно, буду я скінчати вже трансляцію. Думаю, що тут ще це все буде тягнутися до самого вечора. Коли ніхто пожадає, то може ще і долучитися, коли хто ще не поставив за нікого підпис. Нагадаю, що підписи можна ставити за всіх кандидатів, за всіх претендентів, скажімо, докладніше, за всіх претендентів у кандидати. Ось, головне не поставити кілька підписів за одного. Це вже порушення. Ну, а чим більше буде кандидатів, тим більше буде некої надії, що хоч ніхто пройде далі, некого зареєструють. І там вже будемо глядіти, як у нас будуть відбуватися вибори.
Всі сябри, дякую за увагу. Я ще раз нагадаю. Гэта быў Алесь Сабалевскі для 6 ТВ Бай, Магілёў, плошча насупраць гарвыканкама. Дякую за увагу.